Основной доклад нашего собрания зачитает председатель Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины, депутат Верховного Совета Крыма Лентун Романович Безазиев. Ассаляму алейкум, уважаемые соотечественники и приглашенные. В Крыму проживает десятки различных национальностей. Это многоцветие различных культур, которые представляют собой сад цветов. Но политическую и межэтническую погоду в доме под названием Крым делают русские, украинские и крымские татары, которые составляют 95% от всего населения Крыма. Это исторический факт, это аксиома, которую надо всем нам знать. Я буду говорить фактами по текущему моменту, а выводы пусть делает каждый сам. Я остановлюсь, что мы имеем сегодня и что мы хотим выполнить в ближайшем будущем. Государствами с момента их появления на земле управляют чиновники. Когда я говорю о крымско-татарских чиновниках и подборе кадров, это значит, воспитание и рост кадров должно базироваться на принципах государственной дисциплины, порядка и ответственности. Крымско-татарский чиновник обязан служить народу, Крыму и Украине, а не отдельно взятой личности. Межлишь, пользуясь долгие годы монополией на кадры и распределением финансовых потоков, кадровых вопросов при назначении зачастую в основном ставил своих чиновников, поставил телегу впереди лошади. Эти чиновники так руководили, что развалили лучший в Украине технически оснащенный строительный комплекс, в котором работало более 5000 человек. По информации сегодняшнего руководителя УКСа Рескомнадза, бывший руководитель УКСа Дудаков уничтожил документы, касающихся строительства объектов по 2008 год. Как говорят, в таких случаях нет технической документации, нет проблем. Незавершенное производство Рескомнадза на 1 января 2013 года в ценах сегодняшнего дня, по словам начальника УКСа, составляет около 4 миллиардов гривен, что равно по сумме незавершенного производства всей экономии строительной отрасли. Я понятно говорю. Да. Строительная отрасль всего Крыма и строительная отрасль обустройства по 4 миллиарда незавершенка. Это омертвленные деньги, застывшие в недостроенных объектах. К примеру, в незавершенном производстве УКСа числится 220 одноквартирных жилых домов с 1993 года по 2002 годы. С ноября 2000 года, с момента работы нового Верховного Совета Крыма, я ставил вопрос перед прежним руководством Рескомнадза и в печати о инвентаризации этих домов. И если эти дома есть в натуре, общая площадь которых составляет более 20 тысяч квадратных метров, необходимо провести инвентаризацию с привлечением татарских структур в районах Крыма и раздать эти дома депортированным для завершения строительства. Бывшее руководство не посчитало нужным выполнить свои обязанности перед народом. По сообщению нового начальника УКСа Рескомнадза, в 2011 году был выдан аванс 913 тысяч гривен на проектно-изыскательские работы строительства Центра по этнической культуре Крымско-Татарского университета. Всего планировалось прежним руководством Рескомнадза выделить на проектно-изыскательские работы до 3 миллионов гривен. В переводе на кап-вложения это порядка 50 миллионов кап-вложений, а может быть и больше. Я спрашиваю,
на каком основании выделены деньги, не имея узаконенного до сих пор земельного участка строительства и соответствующих документов, и кто будет финансировать это строительство? Это, я считаю, превышение чиновниками Роскомнадзора своих полномочий и разбазаривание финансовых средств, а может быть и распиловка. Обычно такие объекты строятся по постановлению Совмина Крыма или же Кабинета министров Украины. То же самое на наружной сети электроснабжения Крым-Татарского театра выделено в 2011 году авансом на проектно-изыскательские работы 281 тысячи гривен, а планировалось всего 1 миллион. Это около 10 миллионов в переводе на капитальные вложения. На сегодня никто не может ответить, какая потребность театра необходимости киловаттов. Должен вам сообщить, театр был реконструирован в 2001 году к своему столетию по моему поручению Эдип Гафаров, в то время который работал председателем Роскомнадзора, и мой хороший, к сожалению, покойный друг, товарищ, бывший управляющий Черчикстроя Азиз Керимов, руководили реконструкцией этого театра. Я раз в неделю проводил там совещание на никаких вопросов о дополнительных энергоемких